открыта охота на таджиков. Что происходит и почему власть никак не реагирует? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. За последние 3 недели резко усилилось давление на таджикских студентов и трудовых мигрантов в России. Российские правоохранительные органы сбивают таджикских студентов массовым образом задерживают мигрантов на улицах, рынках, на рабочих местах возле мечетей. Мигранты жалуются, что это происходит несмотря на их легальное присутствие в стране. 19 мая более 100 таджикских студентов университета в Комсомольске-на-Амуре были избиты силовиками Хабаровского края. Российские власти официально не объяснили, почему студентов избили и задержали. Позже появились другие новости о массовых задержаниях мигрантов в различных городах России, ни один из которых не был официально объяснен властями этой страны. Спустя несколько дней Министерство иностранных дел Таджикистана пригласило посла России в Таджикистане Семена Григорьева в министерство и выразило обеспокоенность ненадлежащим обращением с таджикскими студентами и мигрантами. Министр внутренних дел и уполномоченный по правам человека в Таджикистане направили своим российским коллегам письмо с требованием провести справедливое и беспристрастное расследование массовых задержаний и избиений таджикских студентов и мигрантов. Однако российские власти до сих пор официально не ответили ни на один из запросов властей Таджикистана и не объяснили произошедшие случаи. Как вы думаете, почему? Ашухрат Кудратов, таджикский адвокат, занимающийся защитой прав мигрантов в России, говорит, что охота на таджикских мигрантов со стороны российских властей имеет политическую подоплеку. Таким образом, Москва хочет оказать давление на правительство Таджикистана. В ближайшие дни в России начнется вторая волна мобилизации, к ней будет привлечено больше граждан Центральной Азии, в том числе граждан Таджикистана, которые также имеют российское гражданство, разрешение на временное проживание и вид на жительство. Это давление оказывается в том смысле, чтобы Таджикистан впредь не предъявлял претензий к дальнейшим действиям России по вовлечению таджиков на войну в Украине, говорит Кудратов. Каримджан Яров, защитник прав мигрантов в России, поддерживает мнение Кудратова. Сайфулла Сафаров, политолог, бывший первый заместитель директора Центра стратегических исследований Таджикистана, считает, что увеличение случаев задержания и избиений мигрантов и студентов – это работа отдельных групп внутри российских правоохранительных органов, которые выступают против интересов этой страны и пытаются настроить и другие народы против России. Он не согласен с тем, что решение Таджикистана составить список таджиков, принимавших участие в российско-украинской войне, стало причиной увеличения арестов и преследований таджикских трудовых мигрантов. По словам Шухрата Кудратова, еще одной причиной антитаджикской кампании в России может быть визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Китай вместе с другими главами стран Центральной Азии. Правозащитник говорит, что Россия, рассматривающая Центральную Азию как регион своего влияния, чувствует, что в последние годы теряет свое влияние и беспокоена этим. Сайфулла Сафаров не согласен с этим мнением. Он говорит, что президент Таджикистана не является сторонником встречи в формате G5+1. Президент Таджикистана совершил государственный визит в Китай и в рамках визита принял участие в этом саммите. Отсюда россияне должны понимать, что когда человека в гостях и его приглашают на мероприятие высокого уровня, он не может отказать, сказал Сафаров. По мнению политолога, если сближение Таджикистана с Китаем было причиной давления на таджикских мигрантов, то оно обязательно затронуло бы трудовых мигрантов из других стран Центральной Азии, лидеры которых ездили в Китай вместе с Эмомали Рахмоном. Трудовые мигранты на протяжении десятилетий являются основным средством давления России на страны Центральной Азии, особенно на Таджикистан для достижения политических целей. И Россия не в первый раз использует этот рычаг. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, как наши власти должны помочь? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.